мы 28-го будем выносить, в смысле, вообще, как можно понять вопрос по госдаче Пицунда? В смысле, вопрос будет 28 числа, да? Ну тогда мы вообще планируем комитетское, в смысле, по этому вопросу. Это было в виде исправления. Ну, извините меня, это в любом случае внесение изменения, а внесение изменения мы должны в любом случае через комитет проводить. Там есть международные нормы, это исправление. Давайте это обсудим в рабочем режиме. Ну, тогда, если в таком виде это пройдет, значит, получается, что не обсудив, я, прежде чем сказать, ну, в последней фразе, ну, в смысле, фазе самого вопроса, я как один из представителей оппозиции и вообще того общества, которое выражает озабоченность по этому вопросу, хотел бы, чтобы в виде предложения обратиться к депутатам. Я не вижу проблемы, что именно 28-го на вопрос надо выносить. Это мы, как говорится, не знаю, у нас счетчик не стоит, там временные рамки не стоят. Мы предлагаем сделать, значит, такое совместно, я предлагаю, да, вот в данном случае, я предлагаю парламенту сделать обращение именно, значит, в администрацию президента Российской Федерации, в МИД России и ФСО о том, что парламент в целом не против принятия этого решения, но есть вещи, которые, по нашему мнению, должны претерпеть изменения в самом договоре. Более того, чтобы мы, как народ Абхазии в целом, выразили свое, значит, отношение к этому вопросу, чтобы не получилось, что то или иное движение неправильно, чтобы это, как говорится, в целом не отразилось на отношения между Российской Федерацией и Абхазией. Я уверен, что, и в этом не сомневаюсь, что даже под этим обращением могут подписаться все политические партии, что они готовы, и они не имеют ничего против этого, только, значит, дают свое непосредственное добро, но только при, значит, изменении некоторых позиций в этом соглашении. Я думаю, что эта позиция, в принципе, всего народа, парламента и, значит, правительства и президента в этом случае будут, как говорится, синхронны, но дадим понять, что мы готовы. То есть это, в принципе, это будет приниматься, значит, это соглашение, только, ну, с оговоркой, что есть вопросы, которые нужно было бы снять, значит, напряжение. Так, то есть заявление готовы, значит, подписать все организации. Это для того, чтобы мы сохранили все-таки тот баланс, который существует сегодня в нашем обществе. Да, мы критикуем и так далее, но мы как-то все-таки все наши действия все-таки ведем пока, ну, надеюсь, в рамках цивилизованного общения и в рамках законности, да. И в этом случае, если есть понимание, мы готовы обсудить. Мы, почему я говорю, потому что я представляю, значит, ту часть оппозиции, здесь Эрик, значит, Сагателович, я. И это мнение такое, что мы готовы обсудить. Но если этого, значит, в таком ключе нет понимания, ну, понимаете, 28 числа нам придется все-таки очень долго поспорить, пообщаться. И потом это же у нас, наверное, будет открытое заседание, мы же не закрываемся, да, от народа, ну, тогда с включением и общественности, и деятелей, и политических партий, и так далее. Никогда не закрывались. Мы этот вопрос много раз обсуждали. Я так понимаю из вашего разговора, что вы предлагаете заявление. Обращение, не заявление, обращение. Насколько я понял из вашего разговора, вы, в принципе, поддерживаете передачу этого объекта. В целом, да, но есть моменты, можно, знаете, одну и ту же вещь сделать визуально как бы одинаково, но последствия бывают, значит, разные. И мы не должны, значит, прецедент создавать, когда завтра следующие, значит, документы, в целом как бы мы не против, но опять-таки будут
они не будут отражать все наши опасения как государство, как страна, как малочисленная нация и так далее. То есть там каскад вопросов очень много будет, да, в последующем тоже. И чтобы минимизировать риски, мы предлагаем все-таки этот вопрос именно в таком ключе обсудить. Если будет желание, сегодня наверняка это никто здесь ответ не даст, но сессия пройдет, у нас может быть закрытое заседание самого нашего парламента, да, в целом, если вы определите время, где мы можем без, значит, я имею в виду без СМИ, без посторонних людей сесть, мы сами вместе можем внутри поговорить. Какие-то же вещи есть, когда парламент может снять, да, ситуацию, если есть пока возможность говорить, то есть, да, мы должны все эти формы использовать. И потому, если вы предложите форму, то есть вы принимаете эту форму, где-то к концу дня, там, 5-6 часов вечера мы могли бы спокойно сесть и все эти моменты обсудить тоже. Можно где-то проконсультироваться и так далее тоже, и о чем-то поговорить. Астамбул Борисович, как вы считаете, это нормальное предложение? Да, я имею в виду после сессии, к концу дня, если вы определите по времени, значит, всех коллегов разыските, скажите, когда мы можем это в закрытом, значит, режиме это все провести, мы можем это обсудить. Хорошо, подумаем. Если можно, Пожалуйста. ну, я бы хотел увидеть, о чем идет речь, а не вот слушать это все. Если есть предложения, чтобы рождали, мы посмотрим. Хорошо. Тогда, если вы определите время, к тому времени будет предложение. К этому времени, может, скажу нет, но может скажу да, поэтому я бы хотел иметь. Мы же говорим, мы встретимся по Тогда в конце сессии, наверное, когда основные наши вопросы закончатся, те, которые на повестке дня, и сразу можно переключиться на то предложение, которое Валерьевич предлагает. Мы послушаем, да, и потом уже дальше выразим свое мнение.